Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Корякина Лилия, и сегодня мы с вами будем читать сказку «Богатырь ростом 6 кулаков». Жила когда-то одна старуха, и был у нее сын, ростом 6 кулаков. Жили бедно, все богатство состояло из тощей коровенки, так что часто приходилось кормиться подаянием. Однажды, когда старуха ушла собирать милостыню, ее сын, всегда носивший на поясе маленький топорик, забрался в хлев, зарубил корову, вырезал из нее почки и бросил в горящий камелек. Когда почки обгорели, дочерно вытащил их из огня, положил в карман и пошел из дому, куда глаза глядят. Вернулась мать, не застав сына, всполошилась, но сколько ни искала, нигде не нашла. А парень шел и до Северного моря дошел. Видит, стоит на берегу огромный дом. Парень зашел в дом, а в нем, оказывается, богатырь живет. «Откуда заявился, малыш?» – спрашивает богатырь. Не испугался парень. «Я не малыш», – отвечает. «Я тоже богатырь». «Ну, допустим», – говорит хозяин дома. «А на чем свою богатырскую силу показать можешь?» «Я могу растереть в пыль морской камень галыш и пустить ту пыль по ветру», – сказал парень. «Хорошо, я тоже люблю это дело. Так что пойдем на берег моря и будем вместе растирать камни-галыши», – предлагает богатырь. Пошли к морю, нашли черные камни-галыши. «Ну давай, растирай камень-галыш», – сказал богатырь. «Да нет», – стал отнекиваться парень. «Ты, как большой богатырь, первым начни». Богатырь берет первый же попавшийся камень и растирает его своими могучими руками в порошок. А парень тем временем, взятый на берегу камни, незаметно засовывает в карман и берет в руки обугленные почки. Ну, а такие почки долго ли растереть в порошок? Сравнили, у кого как получилось. У богатыря крупинки оказались покрупнее. Подивился богатырь силе парня. Время было к вечеру. Вернулись в дом, начали укладываться спать. Парень хоть по-прежнему и храбрился, но было ему не до сна. Лежит, прислушивается и среди ночи слышит, как богатырь встает со своего ложа и берется за меч булатный. Парень тихонько спрыгнул с постели и прижался к дверной притолоке. Богатырь же, ничего не заметив, подошел к постели и с размаху ударил поперек ее своим мечом булатом. «Что же ты, дружище, на товарища замахиваешься?» – говорит парень. «Хорошо, я успел увернуться». Богатырь от неожиданности так испугался, что даже меч из рук выронил. А парень отворил дверь и пошел дальше, куда глаза глядят. В одном месте попалась ему стая снегирей. Он поймал одного и положил его в карман. Долго ли, коротко ли шел, до Южного моря дошел. И на самом берегу опять огромный высоченный дом видит. Заходит в дом, а там еще более могучий и грозный богатырь сидит. «Откуда и зачем явился малыш?» – спрашивает. «Я не малыш, я тоже богатырь», – отвечает парень. «И на чем же свою богатырскую удаль и силу показать можешь?» «Я могу бросить белый морской камень так далеко и высоко, что он скроется из глаз». «Как хорошо-то!» – обрадовался хозяин дома. «Я тоже люблю от нечего делать кидать белые камни. Пойдем, померяемся, у кого они дальше полетят». Пошли к морю, нашли белые камни. «Давай, кидай», – говорит богатырь. «Нет, сначала ты кидай, ты постарше», – отвечает парень. Размахивается богатырь, кидает камень, но как недалеко он летит, а глазам все же видно. Парень тем временем кладет камень в карман, а вместо него подбрасывает вверх снегиря. Тот улетает и скрывается из виду. Богатырь удивляется необыкновенной силе парня.
На этот раз парень не остается ночевать. «Еще рано, так что пойду дальше», — сказал он и попрощался с богатырем. Шел, в большое селение на берегу Восточного моря пришел. Там узнал, что живет в селении поп. У попа есть дочь, красавица. И как раз в этот день пришли ее сватать два злых чудовища Абага. А еще ему сказали, что время от времени выходит из моря страшный бык, начинает бродить по берегу и мычать. И кто ему не попадется навстречу, всех в его пасть само собой затягивает. Нашел парень попа. Тот сидит, горюет, вот-вот лишится и дочери, и всех своих прихожан. «Ты здесь за главного», — говорит парень. «Почему же не убьете морского быка, который пожирает людей? И почему ты собираешься отдать свою дочь за чудовище Абага?» «Ни с быком, ни с Абага некому совладать», — отвечает поп. «Все богатыри, какие были, сложили свои головы. Может, ты выручишь?» «Что ж, надо попробовать», — сказал парень. «Начну, пожалуй, с Абага. Укажи мне дом, который они выбрали своим пристанищем. На самом конце селения увидишь большущий дом. Там и расположились эти чудовища», — объяснил поп. Парень идет в конец селения, заходит в большой дом и видит. На лавках перед очагом лежат голова к голове два одноглазых чудовища Абага. Спрятавшись за очаг, парень кидает камень в единственное око ближнего Абага. И тот кричит на товарища. «Ты что, хочешь слепым меня сделать?» Товарищ отвечает, что и знать ничего не знает. И нечего, мол, орать. Начинается ругань, а потом и драка. Дерутся Абага всю ночь, а на рассвете, выбившись из сил, оба чуть не замертво падают. Парень выскакивает из укрытия, отсекает своим топориком головы обоим чудовищам. Одно дело сделано. Парень идет к попу. «Ну что, убил?» – спрашивает поп. «Готово», – отвечает парень. «Теперь показывай мне, где найти морского быка. Только уговор. Если я и с быком управлюсь, отдашь мне в жены дочь и половину своего богатства». Поп на все согласен, лишь бы парень быка порешил, смертельную угрозу от селения отвел. «Пойдешь берегом, увидишь дерево, Аллукмас», — говорит поп. «Так вот, бык выходит из моря у того дерева». Нашел парень на берегу моря дерево Аллукмас. Прислонился к нему в ожидании. Ждать пришлось недолго. Из моря показался огромный бык. Замычал и пошел берегом. Люди ли, скот ли, какой ему навстречу попадались, всех, как в водоворот, втягивало в его обширную пасть. Если бы парень не держался за дерево Аллукмас, и его бы могло втянуть. Но вот бык заметил парня и с разбегу ударил рогами в дерево. Дерево не выдержало, повалилось. Разъярившийся бык стал бодать пень, должно быть, хотел вывернуть его с корнем. И тут рога его попали в расщелину и завязли там. И так, и это крутит головой бык, хочет вытащить рога, а ничего не получается. Бился, стал изнемогать. Парень со своим топориком подскочил к быку и начал рубить его могучую шею. 3 дня и 3 ночи рубил. Только на 4-й бычья голова отлетела от туловища. И второе дело было сделано. Приходит парень к попу. «Ну что, убил?» – спрашивает поп. «Что за вопрос?» – отвечает наш парень. «Мне ли не совладать с каким-то бычишкой?» Богатыри дивились необыкновенной силе парня. Что же о поповском удивлении остается говорить? Напоил, накормил он парня. Потом разодел, нарядил и к своей дочери повел. Справили честь по чести свадьбу. Поп молодым половину своего богатства выделил. Пожил парень зятем в поповском доме. Захотелось в родные края, к матери вернуться. Вернулся вместе с молодой женой и богатством. А мать его
еле жива от горя по нему. Ведь он уйти-то от нее ушел, а сказать куда и зачем не сказал. Утешил он мать, повинился перед ней, и зажили они богато и счастливо. Вот так вот, дети. Богатырь, несмотря на свой маленький рост, всего в 6 кулаков, смог одолеть всех. И Абага, злых чудовищ, и богатырей, которые были гораздо сильнее и выше его. Он также одолел большого быка, морского чудища. И как он их одолел? Он одолел их хитростью и умом. Спасибо, дети, что послушали мою сказку. Я надеюсь, она вам понравилась.